В незабываемые годы Великой Отечественной войны неизгладимый след в истории вооруженных сил оставили бойцы 140-й стрелковой дивизии. По направлению военкоматов в дивизию были зачислены военнообязанные из Чувашской, Марийской, Мордовской ССР, Пензенской, Тульской, Воронежской и других областей Советского Союза. Мы побывали в музее боевой славы 140-й стрелковой дивизии, расположенного в школе номер 3 города Канаша. Здесь собраны экспонаты, посвященные военным годам, когда старое здание школы было переоборудовано в штаб по формированию 140-й стрелковой дивизии 3-го формирования. Среди экспонатов музея – боевые награды, военные реликвии, личные вещи, документы и фотографии из семейных архивов, переданные в дар музею теми, кто заслужил высокое звание героя, или их родственниками и однополчанами. Мы рады видеть вас в музее боевой славы 140-й стрелковой дивизии. В январе 1942 года в старом здании школы номер 3 разместился штаб 140-й стрелковой дивизии 3-го формирования. В январе-апреле 1942 года на территории Чувашской ССР формировалась данная дивизия в составе 445-й, 637-й, 798-й стрелковых и 309-й, 361-й артиллерийских полков, а также различных батальонов. В направлении военкоматов в дивизию были зачислены военнообязанные с 1900 по 1916 годов рождения из Чувашской, Мордовской, Марийской ССР, Тульской, Пензенских областей и других. Весной 1942 года при формировании этой дивизии Канашским райвоенкоматом были мобилизованы военнообязанные из ВРЗ Канаша 50 человек, из населенных пунктов Канашского района 100 человек, из Янтиковского района 255 человек. Все они были направлены в распоряжение командования 140-й стрелковой дивизии. Командиром был Копяк Иван Андреевич, а комиссаром был Богданов Дмитрий Матвеевич. Незабываемые годы Великой Отечественной войны неизгладимый след в истории вооруженных сил оставили бойцы 140-й стрелковой дивизии. Данные стенды посвящены этим героям-победителям. После сформирования на территории Чувашии дивизия была направлена на вооружение во Владимир, а оттуда на юг. 140-я стрелковая дивизия, входившая в состав 9-й армии Южного фронта, вела оборонительные сражения от Изюма до Миллерово. Самыми ожесточенными из них были в районе Миллерово и Тарасовка Ростовской области. На хуторе Колодезное произошли сильные сражения. Летом 1942 года здесь погибла основная часть 3-го формирования 140-й стрелковой дивизии. В 1988 году учащиеся школы побывали в городе Краснодон. Именно с этих мест экспонаты, которые вы здесь видите. В ноябре 1942 года дивизия формируется вновь в Новосибирске в 4-й раз. В дивизию пришли кадровые бойцы и командиры войск НКВД. Дивизии было присвоено наименование Сибирской. Новый состав дивизии участвует уже в Курской битве, затем с января 1945 года во всеобщем наступлении Красной армии. Боевой путь дивизии – Ямполь, Ясло, Бельско, Прага. Вот признанный путь к победе, за который дивизия была удостоена 2 орденов Красного Знамени, ордена Ленина, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени. В 2021 году ушел из жизни последний ветеран 140-й стрелковой дивизии, житель города Канаш, Кутов Иван Иванович. Кутов Иван Иванович родился и вырос в селе Можарки Янтиковского района. До призыва в армию работал слесарем на текстильной фабрике. Призвался на фронт в июне 1942 года, когда обстановка на войне была исключительно тяжелой. Кутов Иван Иванович воевал с немецкими захватчиками в составе 140-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Чувашии. Завершив окружение Корсунь-Шевченской группировки немцев и овладев городом Бельцы, русские войска перешли на государственную границу на реке Прут и вели бои за освобождение Венгрии и Чехословакии. Кутов Иван Иванович был награжден орденом Славы 3-й степени. Войну окончил в Чехословакии. Демобилизовался из армии в феврале 1947 года и вернулся к своим родственникам. Устроился на вагоноремонтный завод. Был награжден орденом Октябрьской революции за добросовестный труд. 5 марта 2021 года не стало нашего любимого ветерана. Светлая ему память. Никто не забыт и ничто не забыто. Горящая надпись на глыбе гранита. Поблекшими листьями ветер играет и снегом холодным венки засыпает. Но словно огонь у подножья гвоздика. Никто не забыт и ничто не забыто. Здесь представлены экспонаты, которые показывают оснащение армии в конце 20 века.
Их нам предоставил полковник Таманской дивизии Соловьев Николай Иванович, выпускник школы. Этот стенд посвящен Кривовой Тамаре Александровне, бывшему учителю школы, стараниями которым была проделана большая работа по созданию данного музея. Поисковая работа, которая велась совместно с Советом ветеранов, Першев Ефим Агапович, дала возможность разыскать ветеранов этой дивизии и организовать встречи ветеранов с 1975 по 1990 годы. Весь поисковый материал находится в этих стендах и альбомах. Празднование Международного дня памятников и исторических мест является поводом еще раз привлечь внимание широкой общественности к вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и исторических мест и объектов всемирного культурного наследия. Музей является центром патриотического воспитания учащихся. Именно в музее у нас проходит в очень большом количестве уроки мужества, классные часы, тематические встречи. И особенно интересно проходят встречи именно с ветеранами Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, у нас в прошлом году умер последний боец 140-й стрелковой дивизии Котов Иван Иванович. Именно когда он приходил, настолько оживлялась обстановка, атмосфера, что дети с удовольствием его всегда слушали, интересом погружались в то, о чем он рассказывает. И хотелось бы, конечно, чтобы дети никогда не забывали то, что произошло 72 года назад, и то, что всегда возвращались и помнили о тех событиях, которые происходили с нашей Родиной. И именно любовь, наверное, к Отечеству на сегодняшний день очень актуальна, особенно нынешними событиями, которые происходят с нашей страной. И поэтому то, что видим мы в нашем музее, именно любовь, героизм советских солдат, мы видим и сегодня героизм наших российских воинов. Впереди у нас 9 мая, и мы всех приглашаем желающих посетить наш музей боевой славы 140-й стрелковой дивизии. Светлана Глушкова, Владислав Васильев. Навстречу празднику!